Место встречи – Парк Победы. Здесь руководство разведок стран СНГ и Алексей Песошин с почтениями и почестями возложили цветы к вечному огню. Вместе противостоять внешним угрозам — лейтмотив и совещаний в ратуше. Здесь главы спецслужб СНГ, обрисовав международную обстановку, обсуждали план действий. Мы видим, как наши политические оппоненты в США, в странах НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества и пытаются сформировать в целом негативное отношение ко всем авторитетам и прежде всего к институтам государства. Поговорить, что происходит на просторах СНГ и за его пределами, в Казань приехали делегации 9 стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В настоящее время происходит смещение террористической активности из сирийской и иракской зоны к южным границам Содружества. Сегодня террористы адаптируют и используют новейшие коммуникационные технологии для вербовочной деятельности, сбора финансовых средств, планирования, подготовки и проведения атак на критически важные объекты инфраструктуры наших государств. Как подчеркнули, недавняя авиаатака в Саудовской Аравии наглядно показывает, высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, сейчас выходят на первый план. И этому, как считают, можно противостоять только сообща. Подобное оружие может появиться в руках террористических организаций. Бороться с такими организациями, как запрещенные в нашей стране Аль-Каида, Талибан, ИГИЛ, можно только совместными усилиями. По понятным причинам секретности и гостайны большая часть встречи прошла с закрытыми дверями. Как было объявлено, итогом стало подписание меморандума, где участники отметили, что нужно усовершенствовать сотрудничество. Дмитрий Айринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.